Сегодня я хотел бы поговорить о таком понятии, которое есть в исламе. Я даже затрудняюсь его перевести, если честно. Аулюуль химма. Давайте посмотрим, как это определяет имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах. Улю означает высота. Химма означает, буквально если переводить, стремление. То есть высота стремления. Имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, говорит, что аль-хам в переводе с арабского, обычно его переводят как переживание за что-либо. Оно обозначает начало желания к чему-либо. А аль-химма означает конец, завершение этого желания. Также имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, говорит о том, что среди людей есть три категории людей. Те, которые познали истинный путь, познали подробности этого истинного пути, его долготу, ширину и так далее, но этим ограничились. Если ты видишь, когда дело доходит до действия, они в ряде по сути своей, это об этом пишет имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, в рядах невежественных, в своей реакции, в своем отношении. То есть на деле эти знания не проявились. Далее имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, пишет о том, что есть и другая категория людей, у которых нет знаний, но ты видишь, они активные, они чего-то хотят, чего-то добиваются, но не могут противостоять нововведениям, не могут противостоять, то есть заблуждаются, не могут найти тот истинный путь. И это две крайности на самом деле. На самом же деле, то, что требуется от мусульманина, это третья категория людей, на которую указывает имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах. То есть это те люди, которые познали истину и пошли этим прямым путем. Твердо, стойко. И сегодня я приведу не все примеры однозначно, но постараюсь привести самые яркие примеры, на мой взгляд, из истории нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, наших сподвижников. Но прежде чем к этому переступить, я расскажу вам две истории, другие совершенно. Эти истории, они связаны с Америкой и Японией. На сегодняшний день это два гиганта. Кто будет спорить с этим? Два великих государства. Америка. То есть на сегодняшний день американцы, которые живут в Америке, они на самом деле не коренной же народ, чтобы вы знали, да? То есть Америка прошла очень непростые времена, кровопролитные войны и так далее. Так вот, был определенный период времени, это 1830 год, когда противостояние между местным населением, индейцами и американцами доходил до своего апогея. И вот однажды некий Сэмюэл Хьюстон, который тогда еще не был известный, не был знаменитый, выступил на конгрессе. Его речь была красноречивая, ораторская. И он своей речью смог подавить волнение. Тогдашний президент, к сожалению, не упоминается это в истории, откуда я прочел с источника. Кстати, эта история приводится в книге известнейшего проповедника Исмаиля аль-Мукаддима, современного. Вызвал его к себе на аудиенцию и сказал ему: есть регион Техас, Техас в то время был в составе Мексики.
И я поручаю тебе, чтобы ты присоединил Техас к Америке. Он сказал: хорошо, предоставьте мне деньги, бюджет, армию. Он сказал: я тебе не дам ни $1. Я тебе дам всего лишь охранника. Если бы у меня было то, о чем ты просишь, я тебя бы не вызывал. И действительно, он дал ему одного охранника, который провел его до границы Мексики тогдашней. То есть и он зашел в Мексику, и охранник его оставил, то есть вернулся. Что сделал Самуэл Хьюстон? Он начал обычную жизнь, не имея, то есть не взяв ничего абсолютно. У него были какие-то навыки, умения. В том числе он умел красиво говорить, ну и умел быстро учиться. Вот он стал юристом, открыл адвокатскую контору. Постепенно он защищал людей, причем легко отбивал их. В судах обычных вел обычную жизнь и завоевывал сердца людей. И действительно люди увлеклись им, то есть начали прислушиваться к нему. Впоследствии он открыл целое движение и постепенно начал работать с обществом, начал менять мысли общества, влиять на общество начал. И действительно, через несколько лет, мои дорогие братья, этот человек добился того, что Техас абсолютно по собственному волеизъявлению перешел в состав Америки. И чтобы удостоить честь этого человека, даже присвоили, город назвали в честь его, Хьюстон. Вот такая дивная история. Другую историю, которую приводит Исмаиль Мукаддим в своей книге, которая, кстати, так и называется «Улу аль-Химма», это история касательно Японии. Япония сегодня одна из очень высокоразвитых стран, которая производит и соревнуется с Америкой, в том числе, может даже впереди Америки, в том, что касается технологического развития. Но в свое время они были далеко отсталыми. Так вот, по государственной программе отправили некого студента по имени Орахис, возможно, неточности в транслитерации, поскольку это двойные переводы уже. Отправили его в Германию учиться на инженера-механика. Теперь, то есть он изучал, но это, кстати говоря, из его дневника. Из дневника этого студента, который написал, вот, которые были, видимо, переведены на английский язык, а потом на арабский, а с арабского на русский. И он пишет свои воспоминания. Но этого ему не хватало. То есть он понимал, что его задача понять, в чем же секрет этого двигателя внутреннего сгорания. Поскольку это был переворот тогда вообще, то есть в человечестве, с изобретением двигателя внутреннего сгорания. Что он сделал? Была выставка итальянских двигателей. И он пошел на эту выставку и купил, мини какой-то двигатель продавался. Купил двигатель в 2 лошадиные силы, потратив всю свою стипендию на это. Обратите внимание, он не думал о том, что он будет есть, что он будет пить. И это человек неверующий. Сейчас мы говорим про неверующего. Что он будет есть, что он будет пить? Он был озабочен совершенно другим. Что его мотивировало? Вы всегда вот про это думаете. Теперь он пришел домой, в общежитие к себе, и смотрел на этот двигатель, как на корону. Но этим он не ограничился. Он подумал, мне надо его разобрать и собрать, и тогда я пойму тайну этого двигателя. Действительно,
В то время, когда его доктора говорили, что ему надо писать докторскую, он на это махал рукой. Он взял бумагу и начал постепенно разбирать этот двигатель. То есть деталь за деталью. Отвинтил деталь, нарисовал ее, присвоил номер, как это он упоминает в своем дневнике. Еще деталь, присвоил номер. И так далее. И потом действительно собрал и включил этот двигатель, и двигатель заработал. И он был счастлив. Он был счастлив, он подумал, что все, он решил вопрос. Однако его духовный наставник сказал, нет, этого недостаточно. У него был духовный наставник, кстати, тоже упоминается в его дневнике. Он сказал, я тебе принесу двигатель поломанный, чтобы ты его починил. И действительно, на это у него, кстати, ушло 3 дня. 3 дня, и он ел и пил 1 раз в день. Тоже упоминается в дневнике. Очень важная деталь, мелочь такая. Принес ему его духовный наставник поломанный двигатель. И он провозился с ним 10 дней, но его починил. Оказалось, что там 3 детали поломанные. И он собственными руками, собственными инструментами, ему удалось починить их. Ну и этим он не ограничился. Он пошел, устроился, поскольку духовный наставник ему сказал, тебе теперь надо научиться, как самому изготовлять эти детали. И он пошел, устроился в цех. В цех, где проработал 8 лет. 8 лет проработал, как он упоминает в своем дневнике, тогда как я был самураем. А я там чувствовал себя рабом и прислужником. Господином мне был мой начальник, который давал ему поручения и указания. Самураи, сами понимаете, кто такие, да? Типа высшая там, каста населения, высшая там, честь, достоинство у японцев. Но невзирая на это, он научился это делать. Узнав об этом, тогдашний правитель Японии, Микадо, если я не ошибаюсь, направил ему 5000, валюту точно не помню, ну, в общем, английских 5000 чего-то. На эту сумму он купил необходимое оборудование и завез в Японию. И тогда Микадо его вызвал к себе, он сказал, нет, я не пойду, я недостоин еще встречи с правителем. Вот когда я открою завод, тогда я пойду на встречу с ним. И действительно, он построил завод, на это ушло у него 9 лет. И он изобрел 10 двигателей, и с этими 10 двигателями пошел в дворец к правителю. И, как упоминают дневники, поклонился, они еще кланятся друг другу. Да? Вот. И он был на высоте счастья. Мои дорогие братья, для чего я вам привожу эти примеры? Я вам привожу эти примеры, дорогие братья, для того, чтобы вы поняли, что если мы хотим, чтобы эта умма поднялась на ноги, она развивалась, у нас должны быть самые высокие устремления. Мы должны быть обладателями сильной воли, такими, какими были посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, такими, какими были его сподвижники. Просите прощения у Аллаха, ведь поистине Он прощающий, принимающий покаяние. Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. И лишь Он ведет прямым путем тех, кого пожелает. А кому Он пожелал заблуждения, уже никто не наставит на истинный путь. Итак, мои дорогие братья, каждый здесь сидящий, ты, я, все мы вместе на сегодняшний день посланника Аллаха, саллаллаху. Мы носители величайшего знамени ля иляха илlallah Мухаммада Расулуллах. И нет пророка, и не будет пророка после Мухаммада, саллаллаху. Будучи обладателями такой великой миссии, нам другого не дано. Мы должны быть обладателями
самых высоких устремлений. Именно это прививал посланник Аллаха к своим сподвижникам. Причем примеры поразительные. Битва при Хандаке, все вы знаете, Урва. Представьте, мусульмане, когда все неверующие объединились вокруг и пошли на Медину. Было принято решение рыть ров и держать оборону. Люди изнемогали, голодали, привязывали камни к животам. И вот они натыкаются на камень, сподвижники. И не могут его разбить. Как мы знаем, когда сподвижники сталкивались с проблемой, они что делали? Приходили и сообщали об этом пророку. И даже в моменты сражений, как я вот упоминал в прошлый раз. И вот они пришли к пророку и сказали: мы не можем разбить этот камень. Пророк взял инструмент, кирку, я не знаю, как правильно назвать это, и ударил по этому камню. И камень, часть камня отсеклась. И он сказал: Аллаху Акбар! Аллах велик. Поистине я вижу дворцы, красные дворцы византийцев, Цезаря. Потом он ударил второй раз, и отсеклась вторая часть камня. Он сказал: Аллаху Акбар! Я вижу дворцы Хосроя. Тогда это были величайшие империи. Мусульмане же были еще небольшим сообществом, против которого объединился весь Аравийский полуостров. И в третий раз, когда ударил посланник Аллаха, камень окончательно развалился, и пророк сказал: Аллаху Акбар! Я вижу дворцы в Йемене. Тогда это тоже был островок силы. Но этим все не закончилось. Тогда же еще и иудеи предали мусульман. Ударили в спину. Часть из мусульман также откололась. Сказали: наши дома аура, буютуна аура. Мы не будем мунафики. И даже, как упоминается в Сирии, как это упоминает Ибн Касир, один из мунафиков говорил: нам Мухаммад обещает, что мы будем есть из имущества Хосроя, Цезаря, тогда мы как не можем спокойно, в безопасности просто сходить в туалет. Это слова были тогда лицемера. Что этот пример демонстрирует из силы? Этот пример демонстрирует из силы, что мусульманин, покорный раб Аллаха, носитель знамени ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, невзирая ни на какие трудности, невзирая на какие сложности, он должен всегда видеть самую высокую цель. А высокая цель какая? Высокая цель, конечно же, попасть в рай, удостоиться награды, а еще быть точнее, удостоиться лицезрения, увидеть лик Аллаха в будущем. Такими были пророк, саллаллаху, и его первые последователи, сподвижники. Другой пример из жизни Абу Хурейры. Абу Хурейра говорит: мои друзья из числа мухаджиров занимались торговыми взаимоотношениями. Из числа ансаров занимались своими имуществами. А я был раджулюн мискин, был простой мужик. И я следовал за посланником Аллаха. Это другой пример, касающийся именно получения знаний. Постоянно следовал за посланником Аллаха, чтобы получать знания. То есть он поставил для себя какую-то конкретную цель, получать знания. И постоянно пытался быть у посланника Аллаха. И вот однажды он сказал: тот, кто сейчас постелит свою одежду, а я буду говорить, а потом возьмет эту одежду и наденет на себя, накладет себе на грудь, тот уже никогда не будет забывать
то, о чем я говорю. Это, кстати говоря, самое сильное опровержение шиитам, которые утверждают, что Абу Хурейра забывал хадис. И Абу Хурейра тут же, на нем была накидка, упоминается, он ее бросил, и посланник Аллаха действительно сказал, не упоминается в хадисе, что сказал, хадис достоверный, в Бухари приводится. И Абу Хурейра ее надевал, и потом он говорит, и клянусь Аллахом, если бы не один аят, который есть в суре Бакара, поистине те, которые скрывают то, что не спаслал Аллах из ясных знамений, после того, как мы их разъяснили людям, тех будут проклинать Аллах и проклинающий, я бы не рассказывал ничего. То есть из опасения ответственности Абу Хурейра об этом говорит. И Абу Хурейра говорит, я никогда не забывал после этого то, о чем говорил посланник Аллаха. И действительно, Абу Хурейра один из, больше всего, скорее всего, он передал хадисы Абу Хурейра, именно Абу Хурейра. Или другой случай с Ибн Аббасом. После смерти посланника Аллаха, Ибн Аббас поставил перед собой цель, будучи племянником посланника Аллаха, изучать хадисы, то есть изучать изречения посланника. Они не были доступны в виде книг, сборников. И он предложил эту идею кому-то. Не вспомню сейчас имя. Но этот человек сказал, ну, о чем ты говоришь, Ибн Аббас, зачем тебе это надо? Столько людей знают хадисы сейчас. Зачем? Он не отдал этому предпочтение. Ибн Аббас же, будучи родственником пророка, что он делал? Он узнавал, когда, что такой-то передал хадис, шел к дому этому. И если обнаруживал, что этот человек спит, то есть в обеденное время, кайлюля у него, бывали такие даже случаи, он ложился у порога, об этом упоминается в книгах, мои дорогие братья. То есть этот человек, когда выходил после кайлюли из дома, натыкался на Ибн Аббаса и удивлялся, говорил, да будут выкупом за тебя моя мать и отец, у Ибн Аббаса, у сын, у племянник, посланник, зачем ты? Если бы сказал, я к тебе пришел, он говорит, нет, я пришел получать знания. И он так получал знания, хадис за хадисом собирал их. И этот человек, который отказал Ибн Аббасу в собирании хадисов, позже, когда увидел, уже в престарелом возрасте, что вокруг него сидят люди и получают знания, он сказал, этот юноша был более разумный, нежели я. Такими были сподвижники посланника Аллаха. Они были решительными. Последний пример. Стойкости и решительности сподвижников. После смерти посланника Аллаха, все вы знаете, да, были войны, связанные с вероотступниками. Абу Бакр, будучи мягким, решил воевать. И он сказал, клянусь Аллахом, если они не будут давать то, что давали посланнику, даже веревку, я буду с ними сражаться. Умар ибн аль-Хаттаб, несмотря на то, что он был твердым, пришел и сказал, начал советовать Абу Бакру, тебе надо быть мягким, расположить сердца людей. Тогда Абу Бакр схватил его и сказал, как ты можешь мне советовать это? И проявил решимость и стойкость. И Омар, когда вышел от него, он понял, что Аллах Субхану ва Тааля расположил его сердце, раскрыл его сердце и душу к этому. И тоже присоединился к этому мнению. Или другой пример с Муазом. Также при правлении Абу Бакра, рады Аллаху анху, после смерти посланника Аллаха, он был юношей. И начались волнения среди мусульман. Начали советовать Абу Бакру, чтобы он снял с его должности ансары. Снять с его, потому что он молодой. Не хотели ему слушаться, подчиняться, считали его решения неверными и так далее. Кстати говоря, это постоянная проблема, непослушание, неподчинение, актуальная. Абу Бакр этого не сделал. Зная положение Омара перед Абу Бакром,
они делегировали Омара к Абу Бакру, чтобы он сказал ему это пожелание. Действительно, Омар зашел к Абу Бакру и начал просить у Абу Бакра, чтобы он переназначил Усаму. И тогда Абу Бакр схватил его за бороду и сказал: Омар, как ты можешь просить меня отпустить то знамя, которое поднял посланник Аллаха? Да лишится тебя твоя мать. И Омар вышел, и люди начали взволнованно спрашивать, что там, ты сказал, как там, какое решение? Он сказал: да лишится вас вашей матери из-за того, что меня постигло от халифа мусульман. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал нас обладателями самых высоких целей и устремлений.